Уже несколько недель на контрольно-пропускном пункте Актелек-Автодорожный отмечаются километровые заторы из грузовых фур. Происходит это из-за того, что Казахстан усилил досмотр товара. И если раньше пройти границу можно было за пару часов, то сейчас некоторые водители большегрузных авто вынуждены ждать и по двое суток. А на таможне соседи аргументируют это тем, что товар так тщательно досматривается с целью выявления запрещенных товаров и соответствующих сопроводительных документов. Так как мы в ЕАЭС сейчас, в союзе с Казахстаном, Россией, почему на приграничной зоне со стороны Казахстана сделали такие препоны, можно сказать, в плане того, что поставили экспортный контроль типа налоговой, где проверяется весь поток выходящих груза от нас, досконально под микроскоп, ксерокопируют все бумаги. Казахстанская сторона ввела углубленный контроль из-за войны за реэкспортный поток груза на Россию, считают представители дальнобойщиков. По словам заместителя председателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Кыргызстана Игоря Голубева, реэкспорт товара из Китая резко снизился, за счет чего государство теряет огромные деньги, которые должны были поступать в бюджет страны. Мы не знаем, да, есть много догадок, много версий. Например, мы говорим о том, что Казахстан ведет конкурентную борьбу с Кыргызстаном. А кто этому помогает? Кто этому сопутствует в Кыргызстане? Мы не знаем. В Министерстве экономики знают, что в последние дни на границе происходит скопление большегрузов. За 3 дня проехало всего 232 груженных фуры, но лишь 4 из них вернули по причине несоответствия документов. В ведомстве также недоумевают, по какой причине казахская сторона создает барьеры для перевозки товара. На сегодняшний день на границе простаивает 75 большегрузных авто, а это говорит о нарушении договора ЕАЭС со стороны соседей. Да, есть нарушения. Они не должны барьеры ставить, дополнительный контроль, дополнительные проверки не должны производить. Это называется барьерами. По данному факту ведомство направило письмо в ЕАЭК, чтобы они рассмотрели это дело в рамках Евразийской комиссии. Как бы там ни было, проблема имеется до сих пор. Причем обороты перевозимого товара упали в разы. Это подтверждают и представители одной из крупных компаний грузоперевозок Кыргызстана. Фуры, стоящие на границе, перевозят не только реэкспортный товар, но и кыргызский самопошив, от чего страдают и предприниматели отечественных рынков. Очень тяжело. На границах казахи, переход там, они вообще душат. Хорошо было, наше правительство там поехали, решили бы что-нибудь. Машина сутками стоит. Как подъезжаешь на границу, там досмотр, каждую сумку открывает, скрывает. Это вообще ужас. Во-первых, за машину платим за пустое. Во-вторых, в таможне платим. Водителей кормим. Каждый день ездит в таможню. Это вообще. Но представители Казахстана не считают, что с их стороны имеется какое-то нарушение. Не согласен, что мы нарушаем те нормы законодательства Союза, которые касаются общих принципов перемещения товаров, внешних границ. Это касается нас всех. Мы одинаково в этом плане двигаемся. Но у нас есть опасения, что кто-то не в полной мере осуществляет функции контроля стоимости товаров. Проблема так и не решена, но, как сообщили в Министерстве финансов, они над этим работают. А пока местные производители ждут долгожданную фурнитуру для пошива изделий. Заграничные заказчики сетуют на задержку купленного товара. Дальнобойщики вынуждены ждать своей очереди сутками, а государство терпит убытки в ожидании чуда. Анастасия Кан, Адилет Марсбеков, 5 канал.